Эфир телеканала «Осетия» продолжает программа «Вечерняя смена». В студии Зарина Бабачиева. Здравствуйте. В 1940 году кафедра прикладной геологии Северо-Кавказского горно-металлургического института выпустила первых специалистов. За 80 лет было подготовлено почти 4000 горных инженеров-геологов. Многие из выпускников кафедры внесли большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы СССР и России. Чем живет сегодня кафедра прикладной геологии? Об этом поговорим с нашими гостями. Здравствуйте, уважаемые гости. Начнем, наверное, и с истории. Александр Петрович, расскажите, с чего начиналось все? Ну, вы немножко не точно сказали. В 1940 году была начата подготовка. То есть выпуск был через 5 лет. Значит, в 1945 году был первый выпуск. Но кафедра существовала с самого начала основания института, потому что она вела геологические дисциплины, специалисты на этой кафедре работали. Для горняков, для металлургов, для обогатителей, которые немножко раньше начали выпускаться, значит, вузом. Ну, действительно, было подготовлено очень много, значит, горных инженеров, геологов. Причем это наша специальность, это специальность инженерная. То есть в первую очередь мы горные инженеры, а потом уже геологи. И прикладная геология, она предполагает, что геолог знает не только там горные породы, руды, но он знает и устройство бурового станка, и как проходятся подземные горные выработки. То есть наш выпускник может даже работать горным мастером. По своей квалификации он соответствует всем требованиям необходимым. Ну, из истории кафедры. История очень богатая, насыщенная. Наиболее интенсивная подготовка геологов началась вот в послевоенные годы, в начале 50-х годов, когда уже, значит, индустрия, значит, Советского Союза стала на пути интенсивного развития, понадобилось много геологов. Значит, набор был 3-4 группы геологов. Значит, сейчас мы одну группу только, значит, принимаем. И они разъезжались по всей территории Советского Союза. Очень много наших выпускников вот в первой половине 50-х годов они работали за границей, в Румынии, в Германии, там вот осваивали месторождения. Там они вот в урановую промышленность очень многие. Потому что вот как раз это был момент, когда необходимо было вот это сырье в больших количествах. И геологи эту работу осуществили. То есть специальность была популярной среди молодежи? Специальность была очень популярна. То есть это была романтика, это первооткрывательство, гитара, рюкзак, все эти сложности. Ну и очень уважаемая специальность была. Вот в 1966 году был праздник такой, учрежден День геолога. В апреле, да? Первое воскресенье апреля он празднуется. Причем это было приурочено к открытию крупных нефтяных месторождений в Западной Сибири. Вот они открыли, геологи, и тогда поняли, что это очень важно. А сейчас что получается? Сейчас Россия живет за счет природных ресурсов. Нефть, газ, металлы, золото, алмазы, платина. То есть это все то, что геологи, в том числе наши выпускники, значит, наработали вот за весь этот 80-летний, ну, мы считаем сначала, значит, обучение по специальности, за 80 лет. 17 сентября был вот этот вот издан указ о начале подготовки геологов. Вот. За это время накоплен очень большой фактический материал. То есть у нас огромные коллекции горных пород, руд, значит, минералов, окаменелостей. Сейчас можем видеть на экране. На которых мы, значит, учим студентов именно прикладному. То есть ходить в горы, определять образцы. То есть это все не там онлайн каком-то, это в натуре. То есть они все должны пощупать, все потрогать. И, значит, да, каждый камень уникален, да? Конечно, каждый камень, каждая горная порода уникальна, но выяснить их свойства, возможность применения, вот это все дает наша специальность. Но я хотел бы сказать немножко о наших выпускниках. Это, значит, наша самая большая гордость. Если я сейчас начну перечислять, там десятки лауреатов премий, 3 героя социалистического труда у нас. У нас очень много первооткрывателей, больше 300 человек первооткрывателей месторождений. Я назову несколько. Значит, пусть меня
значит, если кто-то, кого-то я не назову, я не смогу просто назвать. Ну, начну я с Гончарова Владислава Ивановича. Выпускник 1962 года, значит, академик Российской академии наук. То есть академик нормальный. Он, значит, всю свою вот эту вот производственную деятельность провел, значит, в Магаданской области, начиная с геолога, потом был начальником не начальником он был, значит, директором института Северо-Восточный комплексный НИИ, значит, Дальневосточного научного центра. Он был его, значит, директором. Очень много сделал в металлогении, то есть в закономерности изучения месторождений. На всех конгрессах участвовал. И вот 8 лет назад он переехал во Владикавказ, начал здесь работать, но, к сожалению, он ушел из жизни. В общем-то, мог бы еще очень многое сделать. Это вот такое наше достижение нашего выпускника в плане научной работы. Очень много у наших выпускников крупных, значит, руководителей. Ну вот я назову Цапанова Олега Хаджумаровича, выпускник 1957 года. Тоже на Северо-Востоке. Он как раз дошел до начальника Северо-Восточного геологического управления. Крупнейшая организация была в Советском Союзе. Потом, значит, работал в Москве, в министерстве, был заместителем министра, начальником главного управления золота, значит, и, значит, алмазов. Вот. До сих пор жив-здоров, дай Бог ему долгих лет еще жизни. И продолжает, ну сейчас он уже, конечно, в таком возрасте, когда руководителем он уже быть не может, но очень много делает, геологические отчеты пишет, то есть вполне так вот осуществляет эту деятельность. Значит, заслуженных геологов Российской Федерации у нас больше 3 десятков. Причем есть, которые получили вот недавно буквально эти звания. Значит, руководители, значит, крупных предприятий. Значит, многие, значит, сделали карьеру, скажем, не в профессиональной деятельности, а в политической. Я не могу не назвать Александра Сергеевича Засохова. Свое первое образование он получил на нашей специальности. Потом он пошел уже по политической линии. В процессе обучения в институт он очень много занимался общественной деятельностью. Что вот сейчас наши студенты чувствуют, это вот работа с молодежью у нас очень хорошо налажена. И вот, в общем... То есть перспективы развития у студентов, у выпускников есть? Перспективы есть. Причем у нас есть такие очень конкурентные преимущества, которые в чем заключаются. Ну, во-первых, я сказал об этих коллекциях. То есть у нас со всего мира образцы, которые студенты могут в руках покрутить, потереть, поцарапать, как вот у геологов. А какой самый ценный? Они все бесценны. То есть вот сегодня такой идеей задавалась, значит, бухгалтерия наша. А какова цена этих образцов? То есть их поставить на учет. Но цену определить невозможно. То есть для кого-то это просто образец, там какой-то камень. А для кого-то это камень, который с Луны был доставлен. У нас тоже такой образец есть. Значит, нашей там Луна-16, по-моему, экспедиции. Понимаете? Значит, красивых образцов много, редких образцов много. Ну, на этом, это как бы у нас такой вот, ну, дополнительная вишенка на торт. А мы учим разбираться с рудами, с горными, потому что у нас специализация именно геологическая съемка, поиск и разведка твердых полезных ископаемых. Вот мы этим и занимаемся. В том числе вот наши садонские руды мы изучали очень тщательно. А насколько профессия геолога популярна сейчас? Ну, вы знаете, я скажу, что все-таки популярность ее снизилась, но востребованность ее возрастает. Вот буквально, значит, выпускники вот последних лет наши, значит, ребята и девчата, у нас и девочек всегда много учатся, потому что, в общем-то, это очень удивительно. Одна из инженерных специальностей, в которой девочки делают очень хорошо. У нас вот Екатерина, значит, Николаевна Суханова, она была в 50-е годы главным геологом Норильского комбината. То есть она один из основоположников вот этого вот Норильска, с которым мы сейчас, в том числе вот Северной Осетии, очень честно сотрудничаем. Туда наши и металлурги, горняки ездят, и обогатители, значит, и геологи. Значит, каждый год туда, значит, наших 2-3 геолога уезжает и успешно работают.
Уже там есть главные геологи, причем они вот недавних лет, там, 5-6 лет назад выпустились, уже сделали хорошую карьеру. Потому что у нас есть еще второе преимущество. Мы используем геоинформационные системы современные. Значит, фирма, значит, Micromine такая, это австралийская фирма, у них представительство в Москве. Они нам, значит, класс поставили, программу свою дали, обучили преподавателей. И мы сейчас студентов учим в этой системе работать. В эту систему переходят все, ну вот как цифровая Россия, вы же на слуху, вот то же самое цифровая горнодобывающая промышленность. И наши студенты выходят с вуза с сертификатом фирмы Micromine. Они, значит, умеют работать в этой системе. И тут же вот они, вот у нас Вика Галкина уехала в Норильск, она прекрасно там вот эту систему, значит, она здесь ее освоила, а там она использует в своей работе. Очень хороший результат. Часто профессия геолога остается в тени, и люди не до конца понимают значимость этой профессии. Ну, я вам что хочу сказать. Вот вы воду пьете, в Осетии вся вода подземная. То есть в Осетии никто не пьет воду из речек. Потому что подземная вода, она защищена от загрязнения, значит, и она является самой такой хорошей. А кто эту воду находит и доводит до ума, то есть считает запасы, находит возможность ее вывести? Это же геологи с этого начинают. То есть как она не востребована? Это как вода для людей, специальность. Ну и опять же, вот я возвращаюсь к тому, что в свое время даже не наше поколение, а поколение, которое вот, мне предшествовало, в 50-е годы начали работать, они нашли столько месторождений, столько запасов, что мы до сих пор, ну пусть меня простят за это, проедаем это все. Хотя постоянно идет воспроизводство. То есть что такое воспроизводство? То есть сколько добыли нефти, столько надо открыть новых месторождений. Так вот по нефти, по золоту, по газу у нас идет воспроизводство. То есть геологи и сейчас работают на опережение. То есть добываем мы газ, вот, а скоро он кончится, что мы там в Европу будем продавать. Там ничего не кончится, потому что находят новые и новые. Поэтому она всегда востребована. Причем и в больших городах геологи работают. А инженерная геология в обосновании строительства. Вы представляете, ни одно здание нельзя построить, даже частный дом, без инженерных изысканий. То есть отсутствие этого, оно приводит к печальным последствиям. То есть обрушения вот эти всякие. То есть это недоработки тех, кто не дал геологам нормально провести работу, они не до конца, значит, изучили. Александр Петрович, известно, что вы выезжали и в Африку. Расскажите о своей работе там. Ну, вы знаете, вот наши выпускники, у нас есть книга такая выпускников. Вот ее ну, кто там что, это, правда, мы 15 лет назад это делали, вот на 65-летие специальность эту книгу, надо вот ее пополнить. И там почти каждый работал за границей. То есть в советское время зарубеж геология наших специалистов отправляла, где только не были, и на Кубе, и в Африке. Вот я в последнюю волну эту попал, по линии зарубеж геология, попал за границу, работал там. Значит, там я 3 года с перерывами, а потом уже ездил с частными компаниями еще 2 раза там по году. В общем сложности 5 лет. И знаете, что я там понял? Что наше образование, оно, значит, более универсальное. То есть мы горные инженеры-геологи. То есть мы сталкивались там с канадскими геологами, с французскими. Они вот они знают петрографию, то есть горные породы знают, минералы, породы. Может, они немножко лучше знают нас. Но они не знают, с какого края к буровому станку подойти. А мы эти скручиваем, раскручиваем на занятиях. Понимаете? Причем у нас не только это, у нас электротехника и механика. То есть все вот эти инженерные дисциплины мы все изучаем. Но сегодня у нас в студии студенты кафедры. Расскажите, как вы выбрали свою профессию? Ну, во-первых, я выбрала эту профессию не просто. У меня есть знакомые, которые уже поехали и начали уже свою работу там. И я, когда в 11 класс закончила, я пришла в приемную комиссию, и мой друг, который закончил эту профессию, вот так меня за руку взял и сказал: «Стелла, ты, говорит, ты что? Не иди, говорит, никуда, вот сюда, говорит, иди. Это, говорит, такая работа, что, ну, ты не останешься без работы». Ну, во Владикавказе немного таких мест, где можно поработать, но
Наш институт хорош тем, что после того, как мы заканчиваем наш вуз, наши преподаватели нас отправляют сами же работать. А эту профессию я выбрала, потому что, ну, я родилась как бы в Осетии и в горной местности, и это тоже повлияло на меня. И мне как бы это близко. И когда я пришла и увидела, я прям, если честно, я загорелась. Мне захотелось туда. Давид, а у вас как это было? Я, если честно, даже и не имел представления, что такая профессия существует. Ну, я пришел в ГМИ, подал документы, и меня как бы там спросили, куда ты хочешь. А я даже не знал, куда я хочу. И мне предложили вот такое. Я сказал, давайте я подумаю. Но я пошел домой, мне стало интересно самому. Я даже не слышал никогда об этом. В итоге я поискал информацию, и мне как-то понравилось, не знаю, меня влечет к необычному всегда. И вот я загорелся, думаю, дай поступлю, что не бывало. В итоге поступил и не пожалел об этом. А расскажите, как проходит процесс обучения у вас? В данный момент или вообще? Вообще? И в данный момент тоже? В данный момент он никак, считайте, не подходит в связи с этой пандемией. Не знаю, мы ходим неделю хотя бы в 2 раза мы бываем все-таки, но лекции как бы у нас в онлайн проходит в режиме. Но Хорошо, а на практиках бывали? лично я бывал на производственной практике в Челябинской области, на золоторудном месторождении. Там шахта, 800 метров, как бы я никогда с этим не сталкивался. Тоже был приятно удивлен, как вот это все добывается. Но я-то это все знал в теории, но не на практике не знал. В итоге моя теория с практикой вообще не расходилась, я просто закрепил эти все знания в себе и, не знаю, понравилось в итоге это все. Стелла, а вы бывали где-то? С этой пандемией моя практика рухнула, и я не поехала, но у нас 1-2 курс практика бывает. Это прекрасная практика с прекрасными преподавателями. И, знаете, мы ездили, на практике мы ездили в горные местности и ущелья Осетии, и очень много всего узнавали, правда. Знаете, вот мне так обидно, что Осетия не знает, что у нас есть такое направление, как геология. И она не так популярна у нас, но все работники, они просто их хватают с руками, ногами. Но многие не знают, что у нас есть такое в Осетии. Обидно немного. И мне приходится доносить людям, что такое геология, как это. И они такие, как? Я говорю, да, у нас есть, это прекрасная профессия. И девушки там работают, и мужчины. Ну, конечно, кстати, эта профессия, она, как сказать, многофункциональная. Мы можем, в основном мужчины могут работать, как закончат как геологию закончат, они могут работать горными мастерами, они могут работать МЧСниками. Это такая работа, что, вот, а вот про практику, что сказать, у меня была просто наипрекраснейшая практика в Феогдоне, мы там жили целый месяц, и где мы только не побывали там, где каждый сантиметр мы там просмотрели, увидели, записали. Это очень интересная работа, и вот многие не знают, что у нас есть такое. Это очень интересно. Спасибо, что были сегодня с нами и рассказали нам про кафедру прикладной геологии. Надеюсь, скоро увидимся с вами. Мы уходим на небольшую рекламу, скоро вернемся. Мы продолжаем эфир «Вечерние смены». На минувшей неделе в республике состоялся 15-й Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+.» Площадкой для проведения стал Северо-Осетинский государственный университет. Научно-популярные лекции читали студенты и участники фестиваля. Сегодня поговорим о науке простым языком. У нас в гостях руководитель пресс-службы СОГО Оксана Царикаева. Здравствуйте, Оксана. Добрый вечер. Нужно, наверное, уточнить, что фестиваль проходил в онлайн-формате. Он проходил и онлайн, и офлайн. Вы правильно заметили, что фестиваль, он всероссийский, и альма-матер этого фестиваля является Московский государственный университет имени Ломоносова. И вот уже 15 лет он собирает всю страну. В прошлом году более 2 миллионов человек очно приняли участие в этом фестивале. И вот, например, как вы представляете фестиваль науки? Что это с собой? Скорее всего, Лекции. Лекции. Но это не только лекции, это и экскурсии, это и
лектории, это и научная конференция, это встреча с интересным и познавательным. Все, что может включать в себя научно-популярное, вот это все есть в фестивале науки. И что интересно, он абсолютно не имеет границ. Туда могут приходить с годика и до бесконечности. И всем интересно. Мгм. Фестиваль зародился в 2006 году, да, насколько Да. я знаю, в Москве, а у нас в Осетии? Когда все началось? Мы поддержали практически сразу эту тенденцию, и для нас стало важным то, что действительно все научные организации, вузы, они поддержали это, и активно происходит подготовка и реализация фестивальных мероприятий. Вот перед вашей программой как раз говорили о том, что вот на прошлой неделе как раз отмечали очень важную дату. Впервые Госдума в этом году приняла законопроект о том, что чтобы отмечать новый день воинской славы, посвященный победе над фашистами во время битвы за Кавказ. И вот как раз одним из мероприятий стало мероприятие, которое было подготовлено отделением Российского исторического общества во Владикавказе, которое как раз базируется в СОГУ, и председатель отделения, проректор по научной деятельности Берта Владимировна Туаева. Они подготовили с историческим факультетом мероприятие, которое проходило в мемориальном комплексе Барбашово поле. И это было и познавательно, и это очень важно, чтобы вот молодежь, вне зависимости от того, учится на истфаке или на геофаке, они знали о том, что происходило в 1942-1943 годах в Осетии. Мгм. А лекции фестиваля проходили на всех факультетах, да? Да, они проходили, но, к сожалению, из-за известных событий часть мероприятий была перенесена именно на онлайн-площадке. Девизом этого года, у фестиваля каждый год бывает девиз, направление, чему бывают посвящены основные мероприятия. Вот как раз девизом стало направление физики. И для нас, конечно, физика, естественно, научный цикл — это очень важное и направление, которое мы активно развиваем. И, например, на физико-техническом факультете было не просто онлайн встреча, но онлайн-встреча с информационным центром Объединенного института ядерных исследований. К сожалению, часть гостей, как я уже сказала, находилась не в центре, но как раз вот они отметили, что вот за 2 года работы, а этот информационный центр, который базируется на площадке СОГУ, он единственный в мире. И для СОГУ как раз очень важно, что вот отметили то развитие, которое было сделано за 2 года, а это и огромное количество научных мероприятий. И, конечно, верхушкой этого является то, что наши ученые, наши аспиранты, магистры, они участвуют в таком значимом проекте, как проект коллайдера Ника. Это один из 6 проектов Mega Science, проектов, которые есть в России. И то, что, скажем так, мы имеем отношение к этому проекту, конечно, говорит о высоком уровне выпускников, сотрудников, которые занимаются над этим проектом. А что прежде всего должен учитывать студент, который хочет начать свою научную деятельность? Он должен уметь удивляться, и он должен задавать много вопросов, и не просто задавать вопросы, но и находить на них ответы. И как раз во время фестиваля это мероприятия, которые участники мероприятия, они могут сами дотронуться, сами посмотреть во время выставок, экспозиций и узнать, что собой представляет наука. Потому что когда мы говорим о науке, то для обывателя это что-то запредельное, которое очень сложное, очень скучное, скорее всего. И лучше к этому даже не подходить близко. Но как раз вот фестиваль науки, он показывает, что ты тоже можешь стать частью этого мира. И он очень интересный. И
как раз вот научная популяризация, она очень близка для Северо-Осетинского госуниверситета. Вот эти традиции, они закладывались не сейчас. Недавно как раз говорили о том, что Николай Сиукаеве — это выдающийся ученый-физик, который еще в 60-е годы на осетинском языке написал книгу «Дундунена Алфамблай. Вселенная вокруг нас», которая была посвящена детям и говорилось там об астрономии. А скажите, вы сами пишете какие-то исследовательские работы? Я являюсь аспирантом как раз по направлению исторические науки и занимаюсь своей как раз диссертационной работой. А на какую тему, если не секрет? Исламские этнические группы в общественно-политической жизни Великобритании в середине 19-го, в начале 20 веков. Очень интересная тема и актуальная. А на каком курсе студенты могут уже начинать писать свои научные работы, С первого статьи? курса, притом они могут публиковаться уже в журналах, естественно, если здесь есть научная новизна, значимость, актуальность темам. А расскажите в общем о мероприятиях, которые проводятся в СОГУ, и что прошло уже за последнее время? Безусловно, ваш канал точно знает, что у нас в университете огромное количество мероприятий научного характера происходит, и как раз акцент ректор университета Алан Рузмагович Угоев делает на том, чтобы это были не только внутривузовские локальные мероприятия, но они собирали весь регион, и как можно больше людей участвовали в этих мероприятиях, потому что если будут молодые люди, которые работают в науке, которым это близко, и они будут понимать, что они могут развиваться на нашей площадке, то это говорит о том, что будет сильный вуз, а сильный вуз — это сильный регион. А в каких темах молодые студенты хотят развиваться? Какие исследовательские работы они пишут? Какие открытия, возможно, делают? Знаете, у нас многовекторное развитие идет. Я уже говорила о физико-техническом факультете, но очень интересные направления и, что немаловажно, возможности появляются у студентов и других факультетов. Например, студенты фармации, благодаря тому, что наш вуз, единственный гуманитарный вуз, кстати, вошел в химико-фармацевтический кластер России, появляются новые возможности для коллаборации с ведущими вузами России. Далее, например, у математиков, у айтишников, конечно, огромные возможности появились, когда появилась лаборатория Касперского, базовая кафедра, и, безусловно, они уже проходят и стажировки именно в московской лаборатории Касперского, и конечно, это говорит о том, что их учебная работа, она становится уже проектной, а это уже другой уровень и другие возможности. Далее на историческом факультете, безусловно, то, что университет имеет тесные связи с Тегеранским университетом имени Алама Табатабаи, это ведущий гуманитарный вуз Ирана, и есть совместная магистерская программа «Иран в современном мире». И, конечно, учитывая, что сегодня очень нужны востоковеды, когда мы смотрим, включаем телевизор, то, безусловно, повестка именно касается восточного направления, и нужны такие эксперты, которые действительно не на профанском уровне, а на экспертном уровне могут помогать, содействовать решению тех или иных проблем. И, возвращаясь, например, в тот же самый физико-технический факультет, в этом году открылась совместная магистерская программа с Владикавказским технологическим центром БАСПИК. Это магистерская программа по оптике и оптоинформатике. И как раз на нее выдаются целевые места. А это говорит о том, что как только они окончат, они сразу получают при успешном окончании работу в БАСПИКе. А это и для молодого специалиста, и не для молодого специалиста. Это, конечно, очень престижно. Оксана, а что лично вам дает опыт в научной сфере? Расскажите. Это постоянное развитие, это постоянные поиски ответов. Знаете, вот древние римляне говорили «non progredias regredia», не идти вперед, значит идти назад.
Вот как раз наука, она не дает останавливаться, потому что если ты остановишься, то конкуренция большая, и, естественно, тебя будут, ты можешь оказаться в аутсайдерах. Здесь действительно постоянно идет работа над собой. А учитывая, что сейчас мы говорим о непрерывном обучении, то даже без мотивации именно получения кандидатской степени, все равно необходимо постоянно развиваться. Вот недавно подвели итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года 2020». Были ли там студенты из СОГУ? В этом году не было, но, естественно, здесь большей частью из-за того, что как раз вот с точки зрения вот безопасности и так далее. А как часто вообще проводится фестиваль науки этот? Фестиваль науки 0+. ежегодно. Но один раз в год, как раз это бывает период именно октябрьский, но в университете постоянно проходят на регулярной основе мероприятия, которые посвящены и гуманитарному направлению, и направлениям, естественно, научного цикла. То есть у нас задействованы все факультеты. Спасибо большое, что были сегодня с нами. А мы уходим на рекламу. Буквально вчера во Владикавказе масштабно отметили День города и республики. Как Владикавказ изменился за последний год, узнаем из сюжета моей коллеги Натальи Адырхаевой. Так, ну что, друг, стоим? Стоим, караулим? Дела нормальные? Николай Поляков родом из Грозного, но вот уже более 45 лет живет во Владикавказе. В 1975 году он переехал в столицу Северной Осетии и с тех пор служит в Русском академическом театре. Мне очень нравится город прекрасный. Владикавказ. Это как красиво звучит, правда? Владей Кавказом. За эти годы город сильно изменился, и, как отмечает Николай Александрович, в лучшую сторону. Город разросся с тех пор, такой большой город. Сейчас дома посмотришь по проспекту, чистенькие, такие умытые. Раньше были обшарпанные, какие-то такие дождем побитые, градом побиты, а сейчас чистенькие, умытые. За последнее время глава нашей республики очень много внимания уделяет на строительство. Посмотрите, больницы строятся детские садики, строятся школы, клубы. Раньше это строили, но очень редко, мало было. А сейчас это бурно так все развивается. Действительно, город развивается с каждым годом. Только за этот год во Владикавказе открылось несколько новых школ. Самые масштабные среди них гимназия «Диалог», которая рассчитана на 1100 мест, и Центр образования «Эрудит» на 550 учеников. Здесь расположены теннисный корт, баскетбольная площадка, стадион. На создание современных условий для детей потрачено 563 миллиона рублей. В начале сентября также торжественно открыли новые учебно-административные корпуса Северокавказского Суворовского военного училища. Здания построили меньше, чем за год. Теперь у суворовцев новые учебные и спальные корпуса, спорткомплекс и медпункт. Полным ходом идут работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Уже завершены работы на 22 объектах. Всего к концу года в порядок приведут 28 владикавказских улиц общей протяженностью 22,5 километра. Обновят на улицах и дорожную разметку. В 2020 году на ремонт дорожного полотна Владикавказа было выделено около 500 миллионов рублей. Кроме того, в порядок приводят трамвайные пути, которые за долгие годы эксплуатации значительно обветшали. Работы коснулись и исторического центра Владикавказа, проспекта Мира. Последний раз они проводились здесь в 1950 году. Благодаря меценату Владимиру Гуриеву на проспекте появилась еще одна достопримечательность, которая уже стала местом притяжения для горожан и гостей североостинской столицы – светомузыкальный фонтан. Согласно графику работы фонтана, днем включен детский режим, низкий уровень струй и подсветка, а вечером предусмотрена музыкальная программа. Второй этап реконструкции исторической части Владикавказа планируется завершить к концу этого года.
А прогуливаясь по обновленному проспекту, жители и гости республики смогут заглянуть и в Национальный музей, который был открыт 9 сентября после капитальной реконструкции. Теперь каждому историческому этапу Северной Осетии отведен свой отдельный зал. Гостей обновленного музея особенно радует оригинально спроектированное здание и богатая экспозиция. Пожалуй, самое ожидаемое открытие года – Владикавказский планетарий. Здание было бережно отреставрировано с сохранением уникальной кирпичной кладки. Также появилось новое подземное помещение для проведения занятий школы космонавтики имени Руслана Кумаева. На территории рядом с планетарием возле набережной реки Терек создана зона отдыха для горожан, на которой установлены телескопы с тысячекратным увеличением, гранитные шары планеты, изображающие Солнечную систему, динамические скульптуры и солнечные часы, отсчитывающие время теневой стрелкой. Мы поинтересовались у жителей города, чего, по их мнению, недостает в нашем городе. Все устраивает, все нормально, все хорошо. Я думаю, улыбок. Молодеет и хорошеет наш город. Велодорожек, любви друг к другу. Наталья Адырхаева, Диана Кабалоти, Георгий Каштанов, телеканал «Осетия». 125 лет назад, в 1895 году, состоялось открытие Владикавказской общественной библиотеки. Тогда она была единственным культурным центром в городе. В читальном зале собиралась молодежь, в день около 100 человек. Речь идет о Национальной научной библиотеке, для которой этот год юбилейный. Сегодня в книжном фонде библиотеки более 1 миллиона томов, а начиналось все с 50 книг. Как это было, нам расскажет ведущий методист Национальной научной библиотеки Людмила Тандуева. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Я думаю, библиотека сыграла большую роль в истории нашего города. Точнее, наш город сыграл большую роль в становлении библиотеки. Расскажите, как это было? Ну, все началось в 1895 году, когда общественный деятель Варвара Григорьевна Шредерс стала во главе группы интеллигенции Владикавказской, куда входил и Кусталь Иванович Хитогуров. И вот совместными усилиями они открыли общественную библиотеку. А расскажите о вашей истории с библиотекой, как вы туда пришли? Моя личная история? Ну, я пришла на одно мероприятие, это была презентация книги, кажется, и я читала стихи на дегорском языке, и вот так на меня обратили внимание и пригласили уже на собеседование. А сколько всего мероприятий, наверное, в месяц, в год, полгода проводится? О, вот это я вам не могу сказать, потому что у нас бывает, что в день бывает на каждом этаже какое-то мероприятие. Но сейчас в связи с пандемией, конечно, наши планы очень это все подпортило, и мы перешли на виртуальные такие мероприятия, выставки. У нас очень много проектов виртуальных представлено на Расскажите, сайте. что за проекты? Например, завещание литературы, завещание народам Земли. Это третье подарочное издание книги-миниатюры, куда вошло стихотворение Кусталя Ивановича Хитогурова «Завещание», и представлено оно на 105 языках. А какие вообще мероприятия бывают, не считая вот этот У нас отрезок очень много проектов. Чем живет библиотека? Даже не знаю, какой именно из них выделить, чтобы другие не обидеть. Ну, например, у нас есть проект «Твоя сцена». Направлена она на людей творческих, кто так или иначе связан с искусством. То есть мы предоставляем большой зал и аппаратуру, и, пожалуйста, проводи концерт, творческий вечер, что хочешь. Вот последнее мероприятие, кажется, в данном проекте у нас был рок-концерт с Александром Мочельским. Ну, то есть рок-концерт в библиотеке. А какие самые редкие есть ценные издания? Вообще редких книг у нас тоже достаточное количество. Мы все оцифровываем. Точное название вам сейчас не скажу, конечно же, но То есть любую книгу можно найти и в Нет, электронном? не все, нет. Мы стараемся оцифровывать, разумеется, но там такая проблема, что не все можно выкладывать.
А библиотека идет в ногу со временем, то есть как-то Конечно. осовременивается? Например, не каждая библиотека может похвастаться личным кинотеатром. Кинотеатр у нас тоже имеется. Помимо того, мы проводим просмотры фильмов на улице. Вот недавно у нас открылся проект «Киносквер». Что такое киносквер? Это просмотр фильма под открытым небом, с горячим чаем, теплым пледом. И вот последний показ фильма в этом году у нас состоится 15 октября, в день рождения Кустая Хитогурова. Будем показывать фильм «Фатиму». Мгм. А расскажите все-таки, какая она современная библиотека, чем она должна притягивать молодежь и не только? Ведь в обществе есть такое мнение, что библиотека — это скучно. Да, есть такое. Но вот наша библиотека, мы как-то постарались отойти от концепции места хранения книги. У нас есть свой лекторий, всевозможные читальные залы, есть зал электронных ресурсов, где ты можешь прийти, сесть за ноутбук, там, позаниматься, войти в электронные библиотеки России, президентскую электронную библиотеку. Также у нас, кстати, есть свой философский клуб, ведет его Заур Умарович Цураев. Что еще? Мгм. А какие-то празднования будут в честь юбилея? Ну вот из-за пандемии у нас в этом году, к сожалению, не получилось, но в будущем году мы надеемся, все у нас будет. Мгм. Кстати, наша библиотека еще принимает участие в всероссийской акции «Библионочь». В этом году у нас тоже, опять-таки, не получилось, но на следующий год мы очень надеемся, что все нормализуется. Вообще, что такое «Библионочь» в нашей библиотеке? Это когда с самого утра до 12 часов ночи на всех площадках нашей библиотеки, то есть на каждом этаже, в каждом отделе происходит что-то творческое. Это может быть и спектакль, и концерт, и встреча с интересным человеком. Вечером же у нас бывает концерт, большой концерт в «Звездный Владикавказ». В общем, в этот день у нас много чего интересного происходит. Мгм. А вы вообще наблюдаете, много ли людей приходит в день в библиотеку? Да, достаточное количество. И хотелось бы отметить, между прочим, не потому, что я сама работаю в краеведческом отделе, но все равно у нас именно в краеведческий отдел очень много людей приходит. То есть приятно, что люди интересуются и историей сети, и нашими местными писателями, поэтами и так далее. Мгм. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Вечерняя смена подошла к концу. До новых встреч.